Диляра Ахметова уже знает, как обустроить свой кабинет. Она старшая медсестра открывающегося отделения гинекологии. Раньше тут было старое здание, после ремонта совсем другая красота. Полная реконструкция, переоборудование и высокие технологии. Этого момента ждали и врачи, и пациенты. Последних обновленное отделение примет уже сегодня. Выполняют все гинекологические операции, диагностические исследования при бесплодии и репродуктивных нарушениях. Помимо всех видов хирургической помощи, отделение специализируется на борьбе с миомой матки с применением высоких технологий. Оперативное лечение позволяет без хирургического вмешательства уменьшить самую распространенную доброкачественную опухоль. Может влиять на течение беременности, может влиять на течение, на наступление беременности. К сожалению, миома сейчас молодеет. И вот эту проблему мы как бы выделили для себя и очень успешно вместе с ангиохирургами ее решаем. После обновления отделение готово расширить географию пациентов и принимать их со всей страны. К слову, сюда стремятся не только они, в клинику хотят попасть и врачи. Огромное количество врачей из разных клиник присылают свое резюме, они хотят здесь работать на этом оборудовании в этих условиях. Сейчас идет ремонт и в других отделениях клиники. Полная ее реновация началась в 2016 году. Однако были сложности. Здание клиники является объектом культурного наследия, поэтому все работы ведутся с сохранением исторической ценности. Сохранены старые своды, насколько красиво получилось. Соблюдались все требования, которые представляют к объектам культурного наследия. Мы и фасады восстанавливаем, и все своды, и те потолки, которые сделаны, они никоим образом не нарушают той исторической ценности. На очереди научно-клинический центр регенеративной медицины. Сейчас идут работы по перепрофилированию помещений здания. Оснащать его будут благодаря финансированию компании «Таиф». Центр должен стать мостом между клиникой и наукой. Вероника Гайнудинова, Рамзель Карипов, ТНВ, Казань.